Поэтому отредактируйте там текст, чтобы было как у Горина, да. Небольшая беседа перед началом репетиции для режиссера – дело привычное. Каждый начинает ее по-своему. Кто-то рассказывает анекдот для поднятия настроения, кто-то обсуждает актуальные истории, а вот режиссер от Гуркова с небольшого инструктажа по самому спектаклю и некоторых указаний для артистов. Постановка пьесы «Дорогая Памела» в жизни от Гураковой случается уже в 3-й раз. И, как рассказывает артист, сделать эту постановку похожей на предыдущие практически невозможно. Новый актерский состав, свет, музыка и костюмеры обязательно придадут спектаклю совершенно новое преображение. Я ее давно знаю, давно люблю. Я ее когда-то ставил в Сухуми в Русском театре юного зрителя. Это был один из первых моих спектаклей лет 30 назад. Да. Сейчас вот на другом этапе я решил к ней вернуться. Есть пьесы, к которым ты время от времени возвращаешься. Я не знаю, с чем это связано. Вот у меня таких несколько. Я их ставлю по несколько раз в разных театрах, и всегда это разные спектакли какие-то, да, получаются, да, в зависимости от индивидуальности, от художников, там еще от чего-то. Криминальная комедия Джона Патрика «Дорогая Памела» имеет и второе американское название «Как пришить старушку». Именно оно хорошо отражает события, происходящие в самой пьесе. По сюжету трое мошенников ради денег обманным путем планируют избавиться от пожилой женщины. И несмотря на типичную американскую сказку о всепобеждающей силе добра и весьма комедийный сценарий, зрителю представится возможность не только посмеяться, но и погрустить. Как все комедии положения, она такая, ну, на первый взгляд, как бы веселая, говорящая, да, о каких-то, ну, общих материях, что ли, да, но на самом деле у нее есть второе дно. Это дно заключено и в названии, я его не буду разъяснять для того, чтобы не раскрывать интригу, да, и пьеса такая перевертыш, да, вплоть до того, что читатель, а затем, я надеюсь, и зритель, сам того не замечая, долго-долго смеясь, вдруг постепенно ощущает драматизм, а то и трагизм происходящего. Пьеса Джона Патрика уже давно получила статус успешной. И совершенно не случайно. История поистине трогательная, добрая и светлая, как и сама героиня удивительная Памела. Эту роль загадочной, чудаковатой старушки на сценах всего мира играли выдающиеся актрисы 20 века. На абхазской сцене это сделает народная артистка Абхазии Виолетта Манн, для которой этот образ будет первым почти за 20 лет. Я как будто только начинаю работать в театре. Вот такое у меня состояние. Ну, актеру даже не то, что годы, а вот даже 10 дней, если не выходит на сцену, то для него это очень сложно, очень трудно. Я помню, бедная наша актриса, гениальная актриса наша Этери Пуони, тоже вот так много лет не работала, и потом ей дали Антигону, главную роль. И перед началом спектакля я подходила к ней, и у нее вот так руки тряслись. У меня, говорит, такой страх, я это поняла, что это правда. Страх не играть и потом выходить на сцену. Сама пьеса будет представлена зрителям на абхазском языке. И если перевод «Дорогой Памелы» на русский принадлежит известному в России писателю-сатирику, драматургу Григорию Горину, то на абхазский – поэту Геннадию Аламия. Он присутствовал на репетициях, мы проводили сверку, мы выверяли каждое слово, что оно означает и тому подобное. То есть это такая была скорее литературная работа за столом. Сейчас мы начинаем потихоньку щупать ее, ну, на площадке, да, но очень потихоньку, да, так как мы используем то время, в котором мы оказались, да, и пытаемся превратить недостаток в достоинство, да, поскольку точно мы не можем сказать о сроках, мы не знаем, когда закончится карантин, мы вообще, как и все человечество, не знаем, что нас ждет, да, но тем не менее сидеть просто сложа руки и ждать милости от кого-то, да, от Бога, от природы, еще от кого-то, да, мне кажется, не стоит, и не забывать о том, какой ты профессией занимаешься, тоже не стоит. Мы, естественно, соблюдаем все меры предосторожности, мы проверяем температуру у людей, которые приходят. Мы стараемся не прикасаться друг к другу без лишней на то надобности, что самое сложное в нашем ремесле, да, поскольку, ну, это такая контактная работа. Да. Репетиции нового спектакля начались только неделю назад. Говорить о точных датах его показа на сцене пока невозможно, но уже понятно, что в копилке Абхазского театра специально для зрителя до лучших времен будет храниться удивительная премьера в постановке от Гураковой.
Виола Барганжа, Торни Камичба, Абаза ТВ.